Выставка «Палестина глазами российских и зарубежных художников» проходит в нашем Чешском доме культуры, чему мы очень рады. Для нас эта выставка имеет большое значение, так как мы всегда в курсе событий в Палестине. Это нас очень сильно волнует, геноцид палестинского народа. Такая выставка у нас проходит впервые. Большое спасибо за это доктору Вассам, Михаилу Альмедяновичу, что они привезли к нам такие прекрасные картины художников России и других стран. Мы всегда поддерживаем мир, дружбу и народ Палестины. Уважаемые земляки, руководители поселения, преподаватели, учащиеся, позвольте представить вам сегодня выставку, которая называется «Палестина глазами российских художников». Как вы знаете, в Палестине сегодня неспокойно. Нашему движению этому исполнилось 3 года. За это 3 года мы провели, вот сегодня открываем 98-ю выставку. 100-я выставка у нас будет проходить в городе Елабуге на родине художника Шишкина. Об этом подробнее расскажет потом наш дорогой доктор Вассам. Значит, здесь представлены картины художников Палестины, Иордании и России. За это время наши выставки проходили в Москве, в Санкт-Петербурге, в Московской области, в Рязани, Пензе, в Ульяновске, в Дмитровграде. Недавно проходила выставка в Башкирии. Также ожидается у нас открытие выставки на Алтае, то есть выходим уже за Урал. А всю европейскую часть, в принципе, мы уже проехали в большинстве своем. Параллельно с этой выставкой мы проводим и детские выставки под названием «Я рисую Палестину, я рисую Донбасс». Провели около 30 выставок. У нас намечается проведение круглого стола в связи с этой выставкой в Москве. Где-то, наверное, в начале мая это будет. Запланировали уже. Принимают участие дети из Донбасса, Палестины, России. Очень яркие картины, которые говорят о культуре, традициях народа, также о нелегкой судьбе палестинского народа и донбасских детей.
Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца ознакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Анунаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это и первый из анунаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حرف الوطن زي العبر بالصدر محلى
имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки. Хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем!
Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Бассам Аль-Балаева, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас, они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать: правда победит всегда. Позвольте теперь представить снова нашему руководителю и вдохновителю, дорогому доктору Бассаму Аль-Балаи Фатхи. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие дети. Я очень рад сегодня вас приветствовать в этом, я бы сказал, историческом дне для вашего село здесь, где у нас открывается впервые в вашем Доме культуры 98-я международная художественная выставка «Палестина глазами художников Россия и мира». Как вы знаете или не знаете, из вашей деревни тоже есть участники. Вот рядом со мной Михаил Алимжанович. Это выставки, и не только участники, он является у нас председателем комитета по культуре общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Я очень хочу и очень надеюсь, что эта выставка повлияет на вас положительно, позитивно, и очень много запомнится, и вы захотите писать картины. И кто-то из вас, наверное, станет когда-нибудь великим художником или художницей. Все с этого начинается. Вы увидите разные здесь художники, разные картины, разные философские картины, картины о жизни, мечети, церкви, Палестина. Святая земля одна в мире, только Палестина, больше нет. Святая земля, которая упомянута во всех священных книгах. На палестинской земле родились или приезжали все пророки, которые Бог посылал. Палестина – это первая кибла всех мусульманов мира. Раньше, когда молились мусульмане, они молились в сторону Палестины. На палестинской земле родился самый добрый, самый честный, самый великолепный, самый человечный в истории человечества Иисус Христос. И Он был распят, как вы знаете, не за зло, а за добро. Он никогда никому никакого зла не делал. Его распяли исключительно за добро. Из Палестины вышел мир. Но палестинский народ, к великому сожалению, лишен этого мира и мечтает о мире. Вот палестинские дети также мечтают жить, как где ходить в школе, учиться историю свою, культуру свою сохранить. Но, к великому сожалению, как один палестинский ребенок сказал в телекамере перед журналистами, его спрашивали: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Знаете, что он ответил? Нам Израиль не дает вырасти, нас убивают, пока мы маленькие. Сегодня более 100 с лишним тысяч палестинских детей и женщин, и стариков между
мучениками, убитыми и ранеными за несколько месяцев израильской агрессии против сектора Газа. Сектор Газа – это мой город, где я родился. Это второй город в истории. Ему более 20 тысяч лет. Сегодня Израиль не оставил ни одной школы, ни одна больница, ни один музей, ни один театр, ни одна улица, ни одно здание. Более 500 000 зданий разрушено. Он уничтожил все музеи, все галереи, все школы, все поликлиники, все больницы. Ничего не оставил. Жертвы даже убивали те, которые в животе матери. К великому сожалению. За что? Неизвестно. Просто вот ради того, чтобы убивать. С чего поддержка? Поддержка Америки. Америка и НАТО. Кто Америка и НАТО? Которые сегодня воюют против России на территории Украины. Которые снабжают оружием, чтобы разрушить Россию. Враги у России и у Палестины одни и то же. Судьба России и судьба Палестины очень похожа. Россия – многострадальная страна. Ваши отцы, деды, великие люди, они сражались за освобождение России и Советский Союз в Отечественной войной, отдали самое ценное, что они имели, отдали жизни. Больше 28 миллионов погибли для того, чтобы вы сегодня жили, чтобы сегодня вы учились, чтобы вы сегодня говорили на своем родном языке, изучали свою культуру, свою историю. Я очень хочу, чтобы вы всегда любили свою страну. Любите Россию. Она самая добрая страна на свете. И знаете, Россия кормила Азию, Африка, Латинская Америка. Россия освобождала этих народов от оккупации. Вот посмотрите Нельсон Мандела. Этот человек черненький. Он не имел права ходить в той улице, где ходят белые люди. Ходить там, где мужчины, где ходят в туалеты, где ходят белые люди. Ходить в кафе, где ходят белые люди. Он не имел права вообще на жизнь. Его арестовали, посадили в тюрьму 27 лет. За то, что он хотел равноправия, чтобы все были одинаковы. Ясер Арафат, вождь великий вождь палестинского народа, который отправлял меня сюда учиться в Советском Союзе. Он был воспитанником моего родного отца. Он тоже боролся всю жизнь, чтобы просто вернуться домой, жить у себя на родине. Его за это обвиняли в терроризме, что он террорист. А разве жить у себя на родине, вернуться домой, это терроризм, что ли? То есть получается, если вы сегодня после школы все пойдете домой, то вы занимаетесь терроризмом, раз пошли домой. И работники Дома культуры, и глава администрация, раз пошел домой, то же это терроризм. Весь палестинский народ, у него одна мечта – вернуться к себе домой, жить у себя дома, жить как жизнь, как любой человек. За это наказывают, за это уничтожают и убивают. К великому сожалению, это очень горькая судьба. Я хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились, чтобы знали историю России, история великих ваших отцов, дедов, география своей страны, история мира. И всегда стремились к миру, всегда создавали мир на земле. Именно вы будущее России. Вы, которые будете формировать жизни после нас, нашей любимой России. Поэтому я хочу, чтобы мы смогли для вас оставить самые светлые, самые хорошие будущее для вас создать. Наша единственная задача, по которому мы пришли в этом мире, это сделать наш мир лучше, добрее, честнее, в котором вы будете жить и развиваться. А вы должны потом передавать флаги, свои дети, внуки, правнуки. Мы на этой земле приходим один раз. И мы должны жить в мире в дружбе. Никогда не должны ни на кого обижаться, или злиться. Мы должны всегда простить и создать позитив, создать улыбку, создать радости, жить в позитиве.
жизнь один миг, пока мы на кого-то что-то обижаемся, или злимся, или сердимся, жизнь проходит. Вот я приехал в июне, был 21 год. Я приехал в Москве 21 год, сегодня мне 62 года. Больше 40 лет прошли незаметно, как 40 дней. И вот так жизнь она проходит. Поэтому, дорогие дети, я смотрю на ваши глаза, какие ангельские глаза, какие мечтатели глаза, какие глаза, которые хотят жить, любви, быть любимыми. Поэтому я прошу вас, любите своих учителей. Ведь они, учителя, педагоги, они свет жизни показывают вам. Они формируют все профессии, врачи, инженеры, президенты формируют учителей, педагоги. Педагог – это, возможно, тот человек, хороший педагог, который всегда хочет, чтобы его ученик превзошел его, стал лучше его. Вот представьте себе, какая душа, какое сердце у педагога. Поэтому очень вас прошу, любите своих педагогов. И вы знаете, вот у меня дети выросли, моя дочка 30 лет, она недавно приехала, была за границей и приехала. Она искала свою воспитательницу в детском саду. Она ходила, искала по всему городу, где она живет, без телефона, без ничего. Тогда не были телефонов сотовых, когда она в детском саду. И нашла. Такая счастлива была. Столько дней. И она с радостью принесла подарки для своей воспитательницы. Искала свои учителей в школе. То же самое сделала. Потому что она настолько благодарна своим учителям, что они ее формировали в жизни. Они подарили именно правильные дороги в жизни. Я очень вас всех люблю. Я хочу вам задать 1, 2, 3 вопроса, потом, когда буду рассказывать о картинах. И кто угадает, кто правильно ответит от меня, получит приз. Договорились? Спасибо вам большое. Спасибо. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. «Палестина» глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу.
Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Бассам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеский Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведки в Париже. Вот он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончиться оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружеский очень много у нас художников участвует. Из Хакасия, из Ярославля, из Кривочепес, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей. Любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой наш смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир.
И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников, Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью, мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. И вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действия многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимает, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот.
Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, такие, как сказать, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешние, современные именно. Но у меня работа посвящена больше прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, камни помнят. То есть те представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Конечно, отстали, и уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен не покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Марс земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь Марс
этой земли, который от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000-летий. И на ней показывает великий палестинский поэт Моин Ксисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свой грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это масса земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск. Еще много городов. Это многонациональная выставка. Она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро.
Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследованиях, в космосе. Дадим слово главе поселения Раиду. Добрый день. Я рад приветствовать всех друзей наших, учителей, школьников в нашем Казачьо-Чечменском территориальном отделе. И мы рады, что здесь проходит вот этот фестиваль дружбы с палестинским народом. Спасибо. Вам слово, дорогой доктор Бассан. А ему? Это интервью было, да? Да, пожалуйста. Директор Дома культуры. Здравствуйте. Я рад приветствовать, во-первых, вас, доктор Бассан, Минхайталы, также старейшин деревни, гостей из деревни, также наших дорогих гостей из соседнего села, учеников, учениц и их учителей из Алванчикова. Сегодня действительно знаменательный день для нашей деревни, для нашего курса, скажем, что здесь проходит такая выставка, значимая, можно сказать, для всей нашей республики выставка. Это выставка «Палестина глазами художников России и мира». Смотрите, ознакомьтесь, передайте друзьям, старшим, родителям, братьям, родственникам, что проходит такая хорошая выставка, пусть приходят. Выставка будет еще проходить как минимум дня 4. Это я гарантирую. Минимум я говорю. Да. Да. Вот. Именно здесь. Там это будет как неделю, 2 раза. Спасибо, дорогие друзья. Во-первых, разрешите вручить в подарок эту книгу отзывов для Дома культуры. Единственное, что мы вас попросим, писать свои отзывы о выставке. Эта книжка останется, этот альбом для Дома культуры, а просто они нам сфоткают отзывы, сканируют и нам отправляют. Это с 96-я выставка, у нас общее фото. Обычно мы каждый раз делаем общее фото в конце, и на это общее фото делаем, значит, приглашение на следующую выставку.
и делаем альбом. Так что вы будете счастливчики, вы пойдете во все СМИ, и фильм сейчас у нас снимается, фильм вы пойдете, и везде вы пойдете, на этих фотографиях и фильме. Так что я хочу вручать дорогому директору Фариту, вот, пожалуйста, держите. Сегодня выставки на афише. Надеюсь, сегодня опять-таки вот после выставки вы, по всяком случае, напишите свои отзывы, подпишитесь. Хорошо? За самый лучший отзыв, самый хороший отзыв тоже полагается приз. Готовьте. Книгу отзывов пока будет здесь. Дорогие друзья, Дорогие друзья, мы привыкли всегда вручить благодарственных писем тех, которые принимают участие на нашей выставке, которые оказывают содействие. И разрешите мне вручить главе администрации Камалову Раилу Харисовичу вот это благодарственное письмо. Она оформлена, вот видите, храм Рождества Христова в Вифлееме в Палестине. Сверху председатель нашей организации Степашин Сергей Вадимович и рядом с ним патриархия Россия. А внизу вот эта девушка, ее звали Хинд. Эта картина написал Хабибулин Альберт Фагимович. Хинд девушка 6 лет была в Палестине. И она была с родителями, вот я расскажу сейчас внимательно, с родителями в машине они ездили, и Израиль застрелил ее родителей в машине, и братьев и сестры, осталась она одна ранена. И она звонила скорой помощи, и записано, весь мир пошла, вживую разговаривала, просила помощь. Отправили к ней скорую помощь, и потеряли связь с ней буквально через несколько минут, потеряли связь из-за скорой помощи и с ней. И весь мир искал ее через 12 дней. Вот Израиль не пускал никуда никому заходить. Через 12 дней нашли работники скорой помощи, врачи, медики Израиля, расстреляли эту девушку, нашли их мертвую. Очень сильно затронула эта история, всего мира потрясла. Эта девушка зовут Хинд. И наш прекрасный художник, педагог, заместитель директора 160-й школы в Уфе Альберт Фагимович Хабибулин взял и написал ее картину. Эта картина у нас сейчас принимает участие в Чебоксарах на 96-й выставке, и она будет дальше принимать участие на выставках. Я вручаю дорогому Раилу Харисовичу благодарственное спасибо. Также, значит, Сулейманову. Вот Сулейман у нас это палестинское имя. И у нас есть великий художник, у него картины здесь, Сулейман Мансур. Великий художник, у него разлюбите здесь на вашей выставке картины. Я потом расскажу о его картине. Я ему вручу тоже благодарственное письмо с левой рукой. Вот так. 10-я юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим,
Подмосковье – это Россия. Там это копия от города Иерусалим. Там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. Приглашаю тоже Сулеймановой Хание Накибовне. Так, Мизятовой Реги Аядовне. Все наши имена палестинские. Тухтагулин, Тухватулин, Тухтагель, Покутрудник, Ахмадулович самый легкий. Ахмадулович. Все, что ли? Спасибо. Да, пожалуйста. Я очень хочу пригласить
девушка очень красивая, Зифе Ринатовна. Да, и пользуясь случаем, пока она не ушла, хочу ей вручить такой роман «Любовь и хлеб». Это для библиотеки. Этот палестинский роман, очень знаменитый роман. На его фоне и много наших художников писали картины. Автор романа Асия Абдельхади. Она рассказывает, когда было 4 года ей, что с ней произошло, когда изгнали из Палестины в 1948 году. И как они потом состоялись все в жизни. Эту книгу я перевел вместе с супругой с арабского на русском. Я думаю, вам оно понравится. Я благодарю Сергея Владимировича Степашина, который был премьер-министр России, вот его картина перед вами. Второй человек был в России, сейчас возглавляет императорское православное палестинское общество. Очень ему книга понравилась. Всем, кто читали этой книги, говорят, оно изменило их жизнь. Я надеюсь, что максимум людей у вас прочтут, тем более я могу вам отправить ее в электронном виде. Хорошо? Я вам вручаю. Дорогой доктор Басал, пользуясь случаем, хочу сказать, у меня есть вот такая же книга. Я бы хотел подарить ее в мальчиковской средней школе. Заедьте, пожалуйста, ко мне. Вот, старой средней школы. Я вам передам. Здесь у меня книга. Хочу сказать, что я читал от начала до конца вот эту книгу. Она очень эмоциональная. Мне приходилось выдерживать паузу для того, чтобы не заплакать. Очень интересная. Трудно. Я навещу нашему академику, вот перед вами не просто, вот это первый, наверное, академик вообще из вашей село. Второй кто у нас первый? Сулейманов Джербет. Сулейманов, хорошо. Третий. Абзал. Прекрасно. Но я думаю, из Международной академии культуры и искусств это первый. Да. Так что это очень наш дорогой Михаил. Вообще у нас самые уважаемые почитания в нашей команде. Спасибо большое. В Чебоксарах близко друг к другу проживает множество народностей. Каждый из них – носитель великих национальных традиций. Оберегать культуру каждого, кто проживает на чувашской земле, сохранять мир и спокойствие – это главное, к чему сегодня мы стремимся. На территории города проживает много арабских студентов и жителей Палестины. Сегодня узнать подробнее об особенностях палестинской и арабской культуры нам поможет художественная выставка. Она открылась в Доме культуры «Ровесник» ко Дню народного единства. Путешествия по странам Востока всегда завораживают. Яркий восточный ковер перед нами открывает плодородные земли в сочетании с бескрайними пустынями. В арабских странах, равно как и в Палестине, очень жаркий климат, такой же, как сердце жителей Востока. Оно горячее и переполнено любовью к своей родине. На дне палестинской и арабской культуры представлены работы мастеров международной художественной выставки. Здесь живописно раскинулись картины о природе, а также культурных особенностях Палестины. Мастера открыли завесу тайны исторических событий.
Почувствовать себя настоящей Шахерезадой из сказки «Тысяча и одна ночь» можно было на празднике палестинской и арабской культуры. Здесь любой желающий мог принять участие в мастер-классе мехенди. Это роспись натуральной хной по телу. В отличие от классических татуировок, получивших распространение в Европе, люди Востока предпочитали способ украшать свое тело, не причиняя вред здоровью и не повреждая кожу. Такое украшение держится от 2 до 4 недель. Арабская роспись связана с цветочной тематикой, поскольку Кораном запрещается использовать изображения живых существ. Такая роспись может наноситься на любом месте руки, начиная от пальцев и до самого плеча. Классическая роспись подразумевает использование натуральной хны и специального закрепителя. Чаще используется в этом качестве сахарный сироп. Рисунок получается от нежно-карамельного до насыщенного коричневого цвета. Если мы хотим изучать культуру любого народа, без изучения его истории бесполезно понять его. Такие мероприятия знакомят жителей Чувашии и России, и сблизит и укрепит дружбу между и понимание и согласие между наших народов. Арабская и палестинская культуры объединяют наши народы. Создавая подобные фестивали, укрепляются межнациональные отношения. Они проходят в атмосфере творчества и знакомства с культурой разных народов. Вся Чувашия и Чебоксары, они осели в моем сердце, в мою душу навсегда. Все, что связано с Чувашией, любая деревня даже в Чувашии, любой город для меня не безразличен, а Чебоксары – один из красивейших городов России и мира. Я его очень люблю. Слово «хумус» и на иврите, и на арабском означает и название растения, и самостоятельную закуску. Это популярное блюдо, которое распространено в странах Ближнего Востока. Пастообразная масса бежевого цвета из нута и тертых семян кунжута. Без добавок паста имеет нейтральный вкус, слегка сладкий, в котором чувствуются ореховые нотки и лимонная кислинка. Сегодня хумус разнообразен и многолик, как и сам Восток, где родилось это необычное блюдо. Можно долго рассуждать о том, кто первый придумал растирать нут в пюре, приправляя его оливковым маслом и кунжутной пастой. Но основной состав блюда не меняется спустя долгие века, и вкус его остается таким же неизменно прекрасным и пикантным. Арабская и палестинская культуры пронизаны духом гостеприимства. Здесь любят встретить гостя за чашечкой ароматного чая, угостить восточными сладостями и завести неспешную беседу. Искусство объединяет человечество. Его ценности победоносно проходят сквозь бури земных потрясений. Современное палестинское искусство уходит своими корнями в народное творчество. Традиционная христианская и исламская живопись популярна в Палестине на протяжении многих веков. Через вдохновляющую силу искусства, понятную на любом языке, мы можем стать ближе, добрее и ценить свою национальную культуру, уважая при этом и бережно храня традиции народов, которые живут с нами рядом. والهناء والرجاء في
العلا تبلغ السماء تبلغ السماء كموطني Я хочу сказать, дорогие друзья, я вас поздравляю с Днем народного единства. И хочу сказать, что народы единые, их невозможно победить. И от дружбы еще никогда никто не проиграл. Россия многонациональная страна, многонациональные народы разных языков. В этом ее величество, в этом ее богатство. И то, что она единая, она показывает пример всему миру, каким должны быть люди, которые пришли в этом мире в гости на небольшой срок, на один миг. Это наша жизнь. От дружбы никогда никто не проиграл. Проигрывает только от агрессии, от войны, от ненависти, от заговора, от зависти. Поэтому у нас один путь. Дружба, дружба, дружба и единство.
Теперь у нас будет экскурсия по выставке. Я вам буду рассказывать о картинах и буду вам задавать вопросы. Кто самый внимательный, может рассчитывать что-то видеть. Хорошо? Начинаем тогда. Давайте отсюда начнем. Да, давай. Так, вот эта работа называется «Рождество». Автор этой картины Надежда Кавказова из города Близкого. Родители родом они из Чувашии, она сейчас живет в Близком, вышла замужем. Рождество произошло в Палестине. Это имеется в виду Рождество Иисуса Христа. Вот видите, эта картина прекрасная. И что жизнь какая была вокруг. Настоящая была, натуральная жизнь. Все было не искусственно, как сейчас, а натуральное. Кавказова Надежда очень активный у нас, художник замечательный, пишет картины просто великолепные. Дальше я перехожу. Это работа президента Академии художников мира. Анатолий Силов, народный художник Чувашия. Он написал первый пришелец на палестинской земле. Он считает, что из 12-й планеты, он читал об этом, каждые 3600 лет спускаются какие-то самые сильные богини. И вот это первый палестинец, он считает, который спустился на землю. Кто автор этой картины? Силов. У вас очень много. Хорошо. Ладно, буду. А как его имя, отчество? Анатолий Силов. Вот вы сказали имя его, поэтому я вам даю приз. Сейчас я... Я надеюсь, будет... Да. Вот сюда подойдите, пожалуйста. Вот вам эта картина «Судьба палестинского народа», весь палестинский народ на кресте. Не обязательно, как ты человек убьешь, можно повесить, можно на кресте его распять, можно бомбы на него бросать. Главное, что ты совершаешь такую страшную, недопустимое дело. И вот он написал такая картина, которая потрясла мир. Это чувашский художник, легендарный Павлов Александр Вячеславович, теперь очень знаменитый, он стал человеком года. В 22 году человеком года в Палестине за эту картину не дали. Так что я вас тоже поддерживаю. Так, переходим дальше. Перед вами это древние улицы Иерусалима. Это работа Нагорного Наталья Юрьевна, педагог из города Новочебоксарск. В Иерусалиме и в Палестине вообще это очень пахнет история. Все там очень древно. Как вы видите, улицы, там машина не проедет. Они тогда не думали, что будут машины. Там можно только пешком. И некоторые улицы вот приходишь на 2-3 человека максимум рядом можно пройтись. Вот я думаю, когда-нибудь Палестина будет свободной, и вы ее навестите и посмотрите, это чудесная страна. А вот эта работа, это баня Ас-Самра в городе Газа в Палестине. Этой бане более 700 лет. Еще Америка не была. Я в этой бане мылся в 1979 году. Вы понимаете, эта работа Бичкова Светлана Юрьевна из города Ярославля. Бичкова Светлана очень активный педагог, замечательный, хороший человек. И она очень старается постоянно принимать участие на наших разных выставках. Дальше. Это работа Лытков Валерия. Это Валерий Анатольевич, или как его здесь не видно. А Вифлеемская церковь, Рождество Христово, это Рождество Христово. Это Митков, тоже педагог из города Новочебоксарск.
Это его единственная активная работа. Ну, она очень хорошая работа, и он с первой выставкой с нами принял участие. Дальше. Вот эта работа Раис Атмани, народный художник Сирия. Называется «Боже, хочу свободы». Птица, видите, как она в клетке, и мечтает только о свободе, чтобы могла летать хорошо. Вот. И гулять по миру. Вот это здесь знаменитый очень человек в Москве, председатель комиссии по наградам. Он советник города Москвы, академик множества академий, изобретатель СССР. Когда ему было 10 лет, он решил искать, значит, картины своего деда. Он слышал, что его дед был иконописцем и жил в городе Елец. И он решил поехать, попросил у отца из Москвы настырно, поедем в город Елец. И поехал в город Елец. Искал картины деда и нашел только 2 картины. И одна автопортрет, а другая хорошая картина «Вифлеемская ночь». И вы знаете, он эти картины 65 лет держал у себя. Потом, когда у нас начались выставки в Москве, нам принес эту картину, которая ей сейчас более 135 лет для участия в нашей выставке. Что подтолкнуло 10-летнему мальчику настырно искать картины деда, которых в жизни он не видел? Его дед родился в 1750, а ушел в 1900. Он 50 лет всего лишь жил. Вот его дед. Это, кстати, медаль золотую, которую мне наградили, и разработал этого медали и проект ее Медхат Алимджанович Шакиров. Вот, в Москве вручили. И как вы думаете, я сделал один вывод, что душа деда в нем вселилась, заставила его, чтобы новые жизни для деда были. И эта картина сейчас у нас принимает его деда, Вифлеемская ночь, принимает участие во многих наших выставках в Москве и за пределами Москвы. Это работа Медхата Алимджановича Шакирова. Видите, вот его дед, и он сзади Вифлеем. Это работа, дед его написал, картина деда Павла Александровича Вячеславовича. Здесь Кремль, флаг России и Палестины, так как он является куратором выставка «Палестина глазами художников России и мира» в Москве и Московской области. И вот у него одет палестинский шарфиш. Картина очень сильная, очень хорошая. Таких картин в жизни, ему будут много картин подарили, но таких картин у него, у Андрея Михайловича Крылова, не было. И он эти картины очень хорошо. Видите, какой взгляд, какой сильный человек, и какой милый, какой добрый. Дальше переходим. Вот здесь академик Кураков Лев Пантелеймонович. Это великий человек в истории Чувашия, Россия и мира. Это второй человек, с кем я познакомился в России. Мой очень большой, добрый друг. Я очень рад, что удалось в этой жизни с таким встретиться и жить, и дружить 30 лет почти. Очень жалко, он был премьер-министр, председатель парламента. Очень жаль, что он ушел года 3 с лишним назад от ковида. Но он очень любил Батревский район, Батревский округ, очень сильно любил. Всегда здесь приезжал, он родился в Батревском районе. Эта работа Светлана Бичкова из города Ярославль, это оливковые рощи. Она увидела по телевизору, что Израиль разрушает бульдозерами оливковые рощи. Ей стало очень печально и решила ее восстановить у себя на картине. Не удалось это сделать. В Палестине оливки и оливковое масло – это символ Палестины. Это символ жизни. Человеку 10 штук оливок в день и 2 столовые ложки масла, он будет жить. И палестинцы выдержали все войны на протяжении 1000 лет благодаря оливке и оливковому маслу. Поэтому не бывает стол в Палестине без оливок или оливкового масла. И самые вкусные, ценные оливки и оливковое масло как раз в Палестине.
Дальше, это работа Ваир Рабия из города Рамаллах. Ну, все мечта о свободе Родина. И пейзаж Иерусалим, палестинская девушка и птицы. Это работа «Семья», палестинская семья, работа великого художника, народного художника Палестины Исмаил Шаммур. К сожалению, его сейчас нет, но он руководил союз художников Палестины. А это работа народного художника Иордания. Это работа народного художника Иордания Имад Абуштайя, великий художник. Видите, как город Газа в руинах разрушен. Самое главное, что не разрушит душа человека, сила воли к победе. Можно здание разрушить, ее построить. А главное, человека не разрушить, чтобы человек верил всегда в мире от головы. И в том, что он будет жить и будет процветать, и его семья тоже будет жить. Очень сильный, очень интересный, очень хороший художник. Вот эта работа Елена Юрьевна Баймяшкина из города Казань, в Татарстане. Она живет, Мадонна Палестина. Она так представляла. Вот, пожалуйста, работа тоже Имад Абуштайя. Посмотрите, это в Коране написано, что в Палестине великие люди живут. И вот он этим самым на фоне уничтоженный город Газа поставляли, что можно город уничтожить, но душа, сила воли человека не уничтожишь. И вот палестинский народ как выдерживает этот акт. Дальше. Это работа Марина Поспехова, заслуженный художник Марийская республика. Она жена моего друга, и она приняла участие на нашей первой выставке именно с этой картиной. Она написала «Церковь Татьяна» в Чебоксарах, написала птичка, вот птичка, которая в городе Шкарала, где мы с ней познакомились, когда была с мужем, и самолет, ну и, видимо, она тоска по родине отражала на моих глазах. Я родину не видел уже 25 лет, и родную маму не видел 25 лет уже. Вот. Это работа Медхата Ремзянович Шакира, ваш педагог. Вот он отмечает, каким должен быть педагог. Видите, палестинская школа разрушилась, они на улице учатся. И трещина где-то какая-то стена, но держит ключ. Ключ — это символ палестинского народа возвращения домой. Держит с собой ключ. И дети пытаются активно принимать участие. Можно я два слова добавлю? Конечно, обязательно добавьте. Вот эта женщина, учительница, это реальная женщина, которая живет в Ираке. Ее зовут Ширин, как Ширина, ее зовут Ширин Заара. Я переписывался с ней в Фейсбуке, сейчас Фейсбука нету, связь прервалась. В принципе, конкретно просил ее разрешения для того, чтобы я написал. Она не соглашалась, но потом в конце концов через неделю прислала несколько фотографий. И глядя на эти фотографии я написал вот данную картину. Называется «Смысление о будущем». Такая история. Дальше это работа Павлов Александр Вячеславович. Это Сергей Вадимович Степашин, который был когда-то вторым человеком в России, премьер-министр. Он много должностей занимал, сейчас он возглавляет императорского православного палестинского общества. Сзади него русская церковь в Иерусалиме. Он отвечает за эти церкви и за это самое, как его имущество Россия в Палестине. Дальше. Это также работа Имада Абуштайя. Вот у нас в месяц Рамадан, где пост идет обычно, всегда в детстве мы носили такие фонарики. Нам дали, и мы с ними ходили по ночам. Хорошие вот картины. Но, как видите, у палестинцев всегда грустные глаза. Потому что лишение Родины, лишение всего, отнято у них все права. Поэтому, если заметить, на всех картинах глаза грустные.
Вот эта работа Талиб Бек, народный художник Палестины из Иерусалима. У каждого народа свой танец дабка палестинский, в котором принимают участие и мужчины, и женщины, и, как вы видите, палестинская национальная одежда. И здесь мальчик мечтает превратиться в птицу, чтобы полететь на родину. Это работа Вайер Рабья. Они, палестинцы, мечтают всегда о родине, потому что они лишены родины. Вы этого не чувствуете, потому что живете у себя на родине, который на вас делает все, чтобы вы были счастливы. Дальше. Это работа великий народный художник Палестина. Я сказал про семья Сулейманов. Сулейман Мансур. Сулейман Мансур, это написали эту картину «История палестинского народа», история жизни. Как они использовали и лошади, и осли, сельское хозяйство, как они вообще живут, как они подвергались титулу, как родина оккупирована, церкви, все, и Иисус Христос в середине. Вот жизнь палестинского народа, и как они погибают ни за что, просто их убивают. А вот это тоже Сулейман Мансур, сбор оливок в Палестине. Сбор оливок в Палестине. Работа Сулейман Мансур. Я говорил уже, что оливки это очень-очень важная вещь для палестинского народа. Пойдемте дальше. Это работа Албалави Марина Васильевна. Она называется «Папа, я теперь твоя опора». Девушка в шоке от того, что Израиль застрелил, ампутировал ногу отца. А он часто так стреляет так, чтобы можно было, чтобы люди стали инвалидами. Их у нас очень много инвалидами. А девочка, которая ожидает, дочка ожидает от папы конфеты, подарки, игрушки, теперь сама должна о нем заботиться. Вот она в таком шоке, что я теперь твоя опора. Марина Васильевна, она кандидат юридических наук, и она была любителем, но потом училась на курсе художника в Педагогическом университете, теперь она профессиональный художник. Это моя супруга. Она видела сама на границе Газа, как все, что происходит, когда ездили в 96 году. Это работа Павлова Александра Вячеславовича. Вот у нас девушка, которая выиграла, ответила правильно на вопрос, я ей вручил медалью с этой картиной. Куда она ушла? Вот посмотрите, вот эта картина есть на вашем груди. Это очень знаменитый художник у нас. Исмаил Шамот, материнство. Материнство, она везде и всюду материнство. Самый святой человек на свете это мать. Любите свою маму. Всегда благодарите, всегда любите. Они весь смысл их жизни. И самые ценные, что они имеют, ваши матери, поэтому вот Исмаил Шамот, народный художник Палестины. Вот это работа Наумова Ирина, она пишет из стекла, все работы у нее из стекла. Вот палестинские девушки в национальной одежде. Вот эта работа Раид Катнани. Мечта о мире. Бабушка мечтает о мире. Палестинская бабушка в национальной одежде. А это работа народного художника Палестины Фаиз Аль-Хасани. Фаиз Аль-Хасани очень знаменитый художник. К великому сожалению, он сейчас в больнице ранен. Израиль убили его семью, убили 3 сыновья и где-то 2 дочери, 2 сестры. И убили все их дети и внуки. То есть где-то больше 50 своих невинных родных он потерял, и сейчас он сам ранен. Все его картины, вот видите, немножко даже с печалью играет. И видите, Израиль построен везде стены, как гетто. Не подпускает палестинцев. Вот в этой деревне стена, вы не можете в другой пойти. И пошло-поехало. Вы не можете в школу свою поехать, не можете в поликлинику, не можете в больницу, не можете посетить родных. Он превратил Палестину в тюрьмах для своего народа. И может мечтает когда-нибудь, вот мечта, чтобы как-то
сломать эту стену и получить кислород свободы. Это работа Сулейман Мансур, «Последний ужин». Палестинцы обычно кушали с одной блюда. Все готовили в одной блюде и кушали с одной блюда. Очень хорошая, прекрасная работа. Он из города Иерусалима. Это работа Вера Белых из Санкт-Петербурга. Это Рождество. Это работа Навир Анани, народный художник Палестины, из города Иерусалим, палестинская семья, национальная агентура. А вот эта работа весь смысл Палестины. Здесь это работа Хабибулин Альберт Фадимович. Здесь сверху израильские отцы со своими детьми играют, игрушки привозят, подарки, еду. А внизу палестинские отцы. У палестинских отцов нет возможности играть без близких детей, потому что единственная вера израильских отцов это убивать палестинских детей, истреблять. Поэтому палестинские отцы идут хранить своих детей. Это происходит каждый день, можете в этом месте посмотреть. И Владимир Абишкутин называл Газа, город Газа в Палестине, самое большое кладбище для детей в мире. Это, конечно, несправедливо. А мы хотели, чтобы и еврейские дети жили, и палестинские, и все дети мира жили, чтобы кто автор этой картины? Я думаю, что не забываешь, Они у нас умницы, вот. И тут доказывают. Очень приятно. Я вам подарю такой бесценный подарок. Это символ дружбы Палестина и Россия. Флаг Палестина, флаг Россия. Вот его носят и великие люди, и дипломаты, и послы. Вот вам. Спасибо за хороший такой доступный рассказ. Дальше еще у нас осталось 2 картины. Вот это работа председателя Союза художников государства Палестина Исам Хеллис. Исам Хеллис подвергался очень страшные пытки в тюрьме. В Израиле его арестовали за то, что он цвета флага Родины писал на своих картинах. Они считали, что флаг Палестины – это терроризм. И сжигали его картины на его глазах. Они разрушили его мастерскую, где хранилось более 180 картин шедевров. Владимир Владимирович Путин отправил военный самолет за ним в Египте. Его забрали с семьей. Он сейчас находится в Иваново, живет, и ему дали гражданство России. Он лично мне передал эти картины. Несколько картин теперь у нас в Москве 2 картины, в Кирово-Чепецке 1 картина. Вот и здесь у вас будет 1 картина. В Чебоксарах еще 4 картины, которые дальше они поедут по другим выставкам. Это здесь картина показывает, что как не питались израильские оккупанты, и Иисуса распяли, и палестинского народа проповедь везде и всюду. Превратили палестинских тюрьмах, все равно палестинцы видят даже над землей и одержат победу. Вот показывает даже вот пальцы, вот они завязаны, видите? Пальцы это Виктория, победа, палестинцы всегда выигрывают. Арафат одевал всегда вот свою, и здесь Виктория, буква В, победа. Мы из национальной одежды своей делаем свою карту. Треугольник – это карта Палестины. Последняя картина, и будет там вопросы. Вот 2 лидера
палестинский и президент ЮАР. Когда арестовали Нельсон Мандела, Ясер Арафат взял его семью под опекунством. И пока он был в тюрьме, 27 лет Нельсон Мандела был в тюрьме, великий вождь, который потом вышел из тюрьмы и стал президентом ЮАР, весь народ его избрал. 27 лет Ясер Арафат заботился о его семье. Это показывает дружба народов, показывает солидарность между борющихся народов за свободу. Еще Беназир Потто, дочка Али Потто, это была премьер-министр Пакистана, когда казнили ее отца, премьер-министр Пакистана. Арафат, вождь палестинского народа, взял ее семью под опекунство и даже отправил ее за границу учиться за свой счет. И когда она стала премьер-министром, первый, кого пригласила в страну, пригласила Арафата и сказала, это мой отец, замени нам отца. Это просто показывает, что борьба народов, она единая между всеми народами мира. За свободу, чтобы жить в свободе. Батрис Лумумба. Есть в Москве такой университет, который называется Батрис Лумумба. Когда Батриса Лумумба убили, Ясер Арафат взял его семью под своим опекунством. Я помню, что многие студенты через Москву приходили, получали в посольстве какие стипендии Ясера Арафата. Всегда все народы, борющиеся за свободу, они считались братьями. Россия боролась за свободу, и Палестина боролась за свободу. У меня один вопрос к вам. Какой город столица Палестины? Ладно. Не узнали? А? Нет? Никто не знает? А? Я же когда выступал, когда открывали выставку, я говорил. Сектор Газа? Не, сектор Газа второй город в истории. Нет, Израиль это страна. оккупант Палестины. Ну хорошо. Я отвечу сам. Иерусалим это первая кибла мусульманов, где мечеть Аль-Акса, и он, к сожалению, оккупирован. Второй вопрос. Сколько лет Нельсон Мандела сидел в тюрьме? 27. Все правильно. Так, 27. И девушка у нас выиграет второй приз. Так, сейчас посмотрю, кто у меня осталось. В принципе, и этот мальчик тоже сказал 27. Он правильно сказал. И она правильно сказала. Если у меня больше одного, это самое... Сейчас посмотрим. Да. Вот. Ну вот. Сначала девушка, как вас зовут? Настя, иди сюда. Иди сюда. Вот вам палестинский флаг, подарок. Его носит и глава государства Палестины, и послы, и люди уважаемые дают. Так что подарок. Давайте готовьте. В следующий раз я приеду к вам, и будет еще другая викторина вам тоже. Как вас зовут? Саша. Саша, молодец. Сколько лет? 12. 12, а вам тоже 12, да? 15. Так, не зацепишься. Так, я боюсь, пропадет, да? Так. Так. Ну, какое качественное у вас футболка мама купила, да? Какая качественная. Так, просто не... Ага. Ну, все. Главное, чтобы не упала у тебя.
وجعنا شوية يا حسرة العين والدمع يا جراحنا المنسية والعالم اللي شاف وسمع حسوا بوجعنا شوية ويلك يا إنساني إلا لربك تركعي معنا ولا ينسانا.
الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار. حي الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار. الله الله عليهم عبوا الساحات، والكوفية بيديهم علت رايات. الله عليهم عبوا الساحات، والكوفية بيديهم علت رايات. حيهم هيهم 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 وفلسطين الأبية أحلى دار. حي الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار. حمو الكف حمو ويا احباب التمو. حمو الكف حمو ويا احباب التمو. هالفلسطيني القدس بدمه، هو بالعالم كله لا ما في مثله. بالعالم كله لا ما في مثله. للفلسطين دكوا شيلوه. هيهم 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 وطلوا محنا طلتهم طلوا الكبار. حي الفلسطيني حي الأحرار، الشعب الفلسطيني الشعب الجبار. هو اسمعني اسمع أرضي ورح ترجع. اسمعني اسمع أرضي ورح ترجع. والفلسطيني صامد ما بيركع. هو دلعن لي دلعان، هو دندن لي دندان. دلعن لي دلعان ودندن لي دندان. هالأرض بلادي أبا عن جدان. هيهم 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 عالج بينك يا شعب مكلل